Здравствуйте, вы смотрите новости Осетии, в студии Лисо Хабалова, и коротко о главном к этому часу. – 73 случая заражения за сутки. В республике уже более 2000 человек с диагнозом COVID-19. Медики призывают соблюдать масочный режим, не выходить из дома без надобности. Я бажон казахта, я фаштая камта. Достояние, которое мы обязаны сохранить во имя будущего нации, Вячеслав Битаров поздравил жителей Осетии с Днем остинского языка и призвал каждого вносить вклад в его развитие и сохранение. Пришлось пройти жесткий отбор, пришлось много работать и учиться. Студенты и преподаватели из КГМИ выиграли конкурс научно-исследовательских проектов компании «Норникель». Команда Центра подготовки и аттестации инженеров горных роботизированных систем представила проект на основе программного продукта «Микромайн». «903 человека в Северной Осетии выздоровели от коронавирусной инфекции. Между тем, за последние сутки выявлено 73 случая заражения. По данным Минздрава, примерно такое количество инфицированных фиксируется каждый день. На сегодня в республике больных с диагнозом COVID-19 2016. Под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1618 человек. 14 человек скончались. Медики настоятельно рекомендуют жителям республики соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только по необходимости, соблюдая масочный режим и правила личной гигиены. Медперсонал Республиканской клинической больницы получил стимулирующие выплаты в период пандемии. Это деньги за апрель. Об этом сообщила замглавного врача Зарифа Гудиева. Выплаты зачислялись пропорционально отработанным часам каждого сотрудника. Так, в среднем доктора получили 50 тысяч рублей, медсестры 30 тысяч рублей, а санитары по 15 тысяч рублей. Дополнительные выплаты медперсоналу поступили из федерального бюджета. Выплаты медики получат и из республиканского бюджета. Народ доволен, врачи, весь медицинский персонал. У них появилось больше оптимизма в работе и, естественно, отдача увеличилась. То независимо от того, были бы эти доплаты, не были бы, не думаю, что появились бы люди, которые бы отказались от дальнейшей работы. Вот это самое главное. То есть приятная была неожиданность, но она не была жизнеутверждающей на тот момент для каждого из тех, кто работает. Пациентов с диагнозом COVID-19, которые находятся на домашнем лечении, обеспечивают лекарственными препаратами. Чтобы получить необходимый пакет медикаментов, пациентам не нужно приходить в медучреждение. Информацию о больных коронавирусом ежедневно вносят в федеральный регистр. Как только сведения поступают в поликлинику, пациента обследует врач, а после формируется набор медикаментов. Для каждого его подбирают индивидуально, сформированы специальные медицинские бригады, которые доставляют препараты больным. Лечение пациентам назначают основываясь на методические рекомендации Минздрава. Участковая сеть обеспечивает мониторинг состояния этих пациентов. Сформированы выездные бригады в медорганизациях, которые при посещении пациентов на дому в том числе доставляют те лекарственные препараты, которые необходимы по состоянию этого пациента. Обеспеченность этими препаратами на сегодня, вот мы только что консультировались с нашим фармацевтом, а на вечер, вот на сегодняшний вечер, планируется еще поставка в поликлинику этих лекарственных препаратов. Вчерашняя поставка была роздана вчера вечером, сегодня утром уже осуществлялась доставка больным. Курс корректируется согласно всех исследований. Мы же мониторинг состояния проводим, дополнительные обследования.
Сегодня День осетинского языка и литературы. Праздник учрежден в 2003 году и приурочен ко дню выхода в свет книги Костахи Тагурова «Осетинская лира». С Днем осетинского языка и литературы жителей республики поздравил Вячеслав Битаров. Он призвал каждого жителя республики вносить свой вклад в развитие и сохранение родного языка. Праздник подтверждает важность родного языка в жизни каждого человека. Мы по праву гордимся древней историей осетинского языка. Видные российские и зарубежные ученые посвятили его изучению целую жизнь. Сегодня осетинский язык активно изучают в США, Германии, Франции, Бразилии, Аргентине, Индии, Турции и других странах мира. Осетинский язык и созданная на нем литература – это достояние, которое мы обязаны сохранить во имя будущего нации, подчеркнул Вячеслав Битаров. Сегодня Вячеслав Битаров возложил цветы к могиле Костахи Тагурова. Почтить память поэта в пантеон Осетинской церкви пришли председатель парламента Алексей Мачнев, вице-премьер Ирина Азимова, глава городского собрания Русланбек Икаев, министр культуры Эльбрус Кубалов, руководство и учителя 13-й школы. По известным причинам День осетинского языка проходит без праздничных мероприятий. К дате приурочены конкурсы чтецов в социальных сетях. Осетины из разных уголков страны и мира поздравляют друг друга в онлайн-режиме. Ажважен ерыштон, я бажон казахта. Ажважен ерыштон, я фашта, я камта, я терчуланта. Да жардай панак сабаштай марш. Уюда кашман, да ну. Иронзер думахан на фыдал ты намш. Иронзер на ирысышкон. Тажмагайма маршма фадажарон, тажардама маршма жардайкон. Хефады фандиаком, вая фартар, вапуя радиагна, вая ажар. Праздник родного языка отметили и в Турции. В осетинской диаспоре собралась молодежь. Они провели урок осетинского языка, говорили о роли и значении языка, о том, как сохранить его вдали от родины. При диаспоре организован ансамбль национального танца. У молодежи есть возможность изучать культуру и традиции своего народа. В период пандемии ребята объединились и оказывают помощь старшим, доставляют им продукты, медикаменты и все, что необходимо для поддержания здоровья. Ачаавзак махай, мах кунава мат ешезарай, е кунавай ват мах шезаран. Ацмеен я юма ишез, петедунeye, мадолон вжаг баракбон. Ama mahirон адаман ю проблем, штыр проблемлениш. На мадолон вжаг налзурен. Ama ماخ كنوام ود وجاك شيزر وجاك كنوا ود ماخ شيزر أفضل جغن قوة ما دلون وجاكم بامبرجوت يخنكنن. Теймураз Тускаев сегодня проинспектировал районы, в которых идет строительство социально значимых объектов. Премьер побывал в 31-м и 32-м микрорайонах города. Там строят школу на 550 мест, работы идут по графику. Сдать объект планируют к концу этого года, а школа в 18-м микрорайоне будет готова уже летом. Сейчас там завершаются отделочные работы. Строительство в ноябре прошлого года был, сдача в конце текущего года в декабре. В связи с коронавирусом отсрочка получилась максимум неделя, то есть пока мы в графике, все в порядке, как планировалось, сдача будет в конце текущего года. В связи с вирусом у нас выдаются средства индивидуальной защиты, люди работают в масках, на входе производится дезинфекция всех, кто заходит на территорию. В рабочем графике Теймураза Тускаева 4 района. Идет строительство амбулаторий, ФАПов. В Верхней Санибе начали строительство Дома культуры, построят и современный ФАП. Здесь по федеральной целевой программе будет построен Дом культуры для жителей Верхней Санибы. Здесь никогда не было Дома культуры. Вот сейчас мы рассчитываем на то, что наконец-то и в этом селе, оно у нас относится как бы к горной части, и здесь уже у жителей будет возможность наслаждаться культурным досугом. К нашей радости подрядчик здесь надежный, он сам житель Верхней Санибы, Майрам Дзебисов, это организация спецтепломонтаж, поэтому мы рассчитываем на то, что до конца года этот Дом культуры будет построен. Одновременно вот на том земельном участке, на котором стоим мы с вами, одновременно здесь будет строиться еще и фельдшерско-акушерский пункт.
Фельдшерско-акушерский пункт до этого располагался в здании администрации села и занимал всего один кабинет. В этом году тоже ФАП будет построен, невзирая на все трудности, связанные с коронавирусом. Поэтому жители Верхней Санебы смогут в полном объеме получать медицинские услуги в новом ФАПе. Благоустройство общественных территорий идет полным ходом в Ольхотово. По словам премьера, эпидемия внесла коррективы в работу, но на строительных площадках предприняты меры, которые позволят сохранить темпы реализации нацпроектов. По всем объектам даны конкретные поручения. Чтобы финансовые ресурсы доходили до подрядчика, они могли своевременно выполнять все необходимые работы. Поставлена задача на некоторых объектах в течение месяца-полутора перейти на двухсменную работу, потому что в летние периоды легче подобрать и работников, потому что рынок не так требователен. И проведение работ в две смены в июле, в июне, в августе, в сентябре, когда климатические условия хорошие, природные, позволят нам все эти работы провести вовремя и сроки. И главная задача добиться того состояния комплекса, когда не придется в сложных погодных условиях в авральном порядке проводить работы. Это, конечно, будет, безусловно, сказываться и на качестве работ. Мы особое внимание уделяем объектам, которые строятся в рамках национальных проектов. Это и образование, это и здравоохранение, иные важные сферы. Это очень сегодня важный, ведущий инструмент нашего социального и экономического развития. И здесь должно быть уделено особое внимание органами власти республики и муниципальных образований. Ну, конечно же, мы с вами посмотрели, что на всех объектах выполняются меры санитарной защиты, все работники в средствах индивидуальной защиты, иные составляющие безопасности также на объектах присутствуют. Поэтому вот сегодня мы должны понимать, что время сложное, время трудное, и от нашей сознательности, от нашего правильного понимания ситуации зависит наше здоровье, а самое главное – наше будущее. Специалисты приступили к устранению повреждений на мосту через реку Урух. По словам подрядной организации, асфальтовое покрытие треснуло из-за продолжительных ливневых дождей. Работы планируют завершить в течение 2 суток. Специалисты проверят весь участок. В случае выявления недостатков устранят их. Напомним, открытие 113-метрового моста через реку Урух состоялось в декабре 2019 года. Общая стоимость работ, который финансировался в основном за счет средств федерального бюджета, превысила 569 миллионов рублей. Подрядчик ДАК «Спецстройсервис». Это нештатная ситуация, это результат ливневых сильных дождей, которые МЧС предупреждал, что будут ливневые дожди, осадки с градом даже вплоть до этого. В течение сутки-полтора будет все устранено, все будет на место поставлено. Эта трещина, она не появилась вчера, позавчера. Мы за ним наблюдали последние 3 недели, будем говорить. Подрядчик обязан в течение 5 лет исправлять все недостатки, все отклонения от проекта за счет собственных средств и привести в нормативное состояние данный объект. Прокуратура Дегорского района выявила нарушения при выдаче школьникам продуктовых наборов. Администрация района, согласно федеральному закону, получила в полном объеме средства на покупку необходимых для здоровья школьников продуктов. Однако в ходе проверки установлено, что АМС Дегорского района продукты первой необходимости для обучающихся приобрела за счет средств резервного фонда администрации без соблюдения требований санитарных норм о количестве и разнообразии продуктового набора. По результатам проверки прокурор внес главе администрации Дегорского района представление об устранении выявленных нарушений.
Роспотребнадзор опубликовал меры профилактики клещевого энцефалита и правила поведения при укусах клещей. По данным ведомства, с марта текущего года от укусов клещей пострадали 56 человек. Из них 22 дети в возрасте до 14 лет. За неделю в медучреждения республики обратились 12 человек. За ними установлено медицинское наблюдение для профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых. Специалистами проведена акарицидная обработка на территории детских садов и школ, а также зон отдыха. Ветеринарная служба проводит обработку мелкого и крупнорогатого скота. Очистные сооружения в Беслане не работают более 10 лет. В этом году, согласно генеральному плану города, началась реконструкция объекта. На эти цели выделено 125 миллионов рублей из федерального бюджета. В работах принимают участие и специалисты из Москвы. Подробнее расскажет Эмилия Айларова. Сентябрь 2019 года. В республику прибыл министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. С главой республики Вячеславом Битаровым посетили очистные сооружения в Беслане. С 2007 года очистные сооружения не работают, и загрязненная вода попадает в Терек. Руководству республики дано поручение разработать проект реконструкции, составить смету. А месяц назад на участке начались работы. Реконструкцию очистных сооружений ведут московские специалисты. Вопросы экологии сегодня стоят остро, на контроле. И поэтому руководство республики привлекло в том числе нашу компанию поучаствовать в этом важном проекте. Генеральным подрядчиком здесь выступает компания «Спецтепломонтаж». Мы в данном случае выступаем как субподрядчики на данной стройке и ведем основные виды работ. Это технология, строительные виды работ. Все работы связаны с реконструкцией технологического оборудования. Ну, естественно, все это под руководством генподрядчика и министерства, непосредственно Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики. Сооружение должно отвечать нормам экологического и природоохранного законодательства. Сейчас на объекте проходят работы по строительству цеха механической и биологической очистки стоков, а также ремонт хозяйственно-бытовых помещений. Рабочие меняют кровлю в блоке, где будет происходить обеззараживание воды ультрафиолетом. На данном этапе мы приступили к работам. Это вот здание АБК у нас. Начали кровлю закрывать, чтобы можно приступить дальше было к отделочным работам, к прочим. Уже перекрыли кровлю, выполнили 100% от здания обеззараживания, там ультрафиолет. Работы выполнены. На сегодняшний день ведутся работы на цехе обезвоживания, то есть ведутся арматурные работы по подготовке фундаментной плиты. На сегодня закуплено, размещены, точнее, скажем так, заказы по закупке необходимого технологического оборудования. Продолжаются в рабочем порядке прорабатываться вопросы текущие по разным направлениям: технология, электроснабжение, строительные дела. Неочищенная вода опасна для населения. Проблему очистных сооружений неоднократно поднимали специалисты Роспотребнадзора. Болезнетворные микроорганизмы, которые скапливаются в воде, могут привести к вспышке инфекционных заболеваний. Реконструкцию очистных сооружений в Беслане обещают завершить до конца года. Особую роль нужно отметить это МинЖКХ республики, потому что они курируют этот проект, они заказчики, и подрядные организации, которые сегодня работают там, естественно, курация ведется именно МинЖКХ совместно с нами. По поручению главы республики в ежедневном формате мы не то что курируем, мы бываем на этой стройке, мы смотрим, как все в рамках этого геймплана у нас реализуется здесь в Беслане. На сегодняшний день, учитывая ситуацию с карантином, на объекте работает 12 человек. В ближайшее время намерены увеличить количество рабочих и приступить к работе на всех других объектах, чтобы нарастить темпы. Эмилия Айларова, Ибрагим Чочев, Новости Осетии. График отключения горячей воды во Владикавказе изменили из-за эпидемиологической ситуации. Начало перенесли на 1 июня. Профилактические отключения проводят каждый год поэтапно после окончания отопительного сезона. Задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды в зимний период. Как пояснили в профильном ведомстве, в этом году сократится продолжительность работ. Если раньше отключения были до 14 дней, то в этом году необходимые работы планируют провести за 3 дня. Всего в Владикавказе работает 57 котельных.
Все оборудование за отопительный сезон, то есть за полгода, приходит в негодность, и необходимо разобрать все насосное оборудование, вспомогательное оборудование, основное оборудование. Где-то надо часть трубной части поменять, где-то надо именно расходные материалы заменить. Также уделяется большое внимание эстетике, то есть надо привести в порядок и содержимое котельных, где у нас уже есть возможность заменить теплотрассу и так далее. Мы параллельно сейчас меняем, то есть где у нас находится резервное оборудование, там также переходим на резервное оборудование и параллельно делаем ревизию. Есть категории объектов, где мы вообще, может, в этом году не будем отключать, своими силами быстро, оперативно ревизию сделаем. Студенты и преподаватели СКГМИ выиграли конкурс научно-исследовательских проектов горно-металлургической компании «Норникельский никель». Команда Центра подготовки и аттестации инженеров горных роботизированных систем представила проект на основе программного продукта «Микромайн». С его помощью возможно 3D-моделирование месторождений. Это высокоинтеллектуальный бизнес, который мы рассматриваем именно так. Мы подготовили группу студентов, вы сегодня могли убедиться в их высочайшем профессионализме. Пользуясь случаем, я сейчас абсолютно спокойно могу вызвать на соревнование любой горный вуз Российской Федерации, не только Российской Федерации, по Микромайну. Я абсолютно уверен, что мы победим. Потому что то, что творят наши студенты, это уже высоко оценил Норильский никель, его руководство. Они все получили приглашение на работу. Вот они сегодня по этому проекту получают 60 тысяч в месяц, каждый студент. Вот они где-то 1300 или больше получат по выполнению этого проекта. А самое главное, они себе составили великолепное портфолио на всю оставшуюся жизнь. Центр подготовки и аттестации инженеров горных роботизированных систем был создан на базе СКГМИ в прошлом году. Руководство вуза создало все условия для того, чтобы студенты могли получить новейшие знания в области горной инженерии. Мы очень быстро... Полностью цифровое производство. Результатом этой работы являются цифровые трехмерные модели технологических процессов, в том числе для нашего объекта моделирования, это рудник «Маяк». Проектную группу мы подготовили в течение полугода. То есть базовые навыки были получены с сентября 2019 года. Но также эти люди прошли стажировку, обучение у профессионалов ПАО ГМК «Норильский никель». То есть они приезжали сюда и проводили занятия. Прежде всего хочу сказать, что мне очень повезло, что я попал в этот проект. Пришлось пройти жесткий отбор, пришлось много работать и учиться. Моя специальность – это подземная разработка рудных месторождений. И именно те умения и навыки, которые мы получили здесь, работая в программах Микромайн, открыли для меня мою специальность с совершенно новой стороны. В новом учебном году в школы республики поступит более 255 тысяч учебников. Для этого из бюджета Северной Осетии выделили порядка 105 миллионов рублей. Книги будут закупать для учащихся всех классов и в соответствии с заявками школ. Для учеников они будут бесплатными, отметили в Министерстве образования и науки. Обеспеченность школ учебниками составит 100%. Все книги соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам и поступят в школы до сентября. Школьница из Дегары Елизавета Суменова прошла отборочные туры всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 11-классница прочитала стихотворение Иманта Зиеданиса «Я говорю вам, пойте». Девушка вошла в число 30 полуфиналистов. Всего участвовали 256 человек из 82 регионов России. А сегодня состоится 15 участников, набравших наибольшее количество баллов, продолжат бороться за звание лучшего. Всероссийский финал пройдет 16 мая. Конкурс проходит в онлайн-формате. К этому часу у нас все. Вы смотрели новости Осетии. Спасибо за внимание и оставайтесь дома.